Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начинаем нашу лекцию. Тема нашей лекции – ключевые компетенции личности по развитию гражданской идентичности Кыргыз-Чараны. Лектором выступает Базакеева Кундуз Джаманчаевна, кандидат политических наук, доцент Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагина. Я хочу начать нашу лекцию с цитатой великого мыслителя Платона, где он говорил, что каждый человек должен понять свое предназначение в государстве. Мы с вами будем рассматривать такие вопросы: понятие, функции и виды компетенций, личностно-гражданской компетенции как основа формирования гражданской идентичности, духовно-нравственные и морально-этические компетенции личности. А также мы сделаем краткие выводы. В конце лекции мы вам дадим контрольные вопросы для закрепления пройденного материала, а также рекомендуемые литературы. Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса. Понятие, функции и виды компетенций. Вместе с вами мы выясним и ответим на такие вопросы. Что такое компетенция и для чего она нужна? В чем заключается функция компетенций? И рассмотрим виды компетенций. Что такое компетенция? Компетенция в переводе от латинского языка означает соответствовать, подходить. То есть это круг знаний, в котором человек хорошо осведомлен. Она базируется на приобретенных навыках, умениях и опыте, которые в свою очередь обеспечивают способность осуществлять определенную деятельность или выполнение поставленных задач. Компетенции – это особенности, заключающиеся в знаниях, понимании и действиях. Конечно, эти особенности следует понимать соответственно многомерно, а именно как в размерности общих способностей, выходящих за рамки специальности, имеющих интеллектуальный, социальный характер и включающих способности к саморегуляции, так и с точки зрения специфики специальности, а также ценностной ориентации. Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области, называют компетенцией. Компетенция – это способность решать определенные профессиональные задачи, а компетентность – это уровень качества выполнения той или иной задачи. Компетентность и компетенция – это не одно и то же. В чем же заключается функция компетенций? Функция компетенций заключается отражать социальную востребованность на молодых граждан, подготовленных к участию в повседневной жизни, задавать реальные объекты окружающей действительности для целевого комплексного приложения знаний, умений и способов деятельности. Задавать опыт предметной деятельности обучающихся, необходимый для формирования у него способности и практической подготовленности в отношении к реальным объектам действительности. И, наконец, представлять собой интегральные характеристики и качества подготовки учащихся и служить средствами организации комплексного, личностно и социально значимого образовательного контроля. Давайте рассмотрим виды компетенций. На слайде представлены виды компетенций. Давайте рассмотрим каждого из них. Управленческая компетенция. Управленческая компетенция – это те навыки, которые применимы только руководящим и управленческим должностям. Руководители должны иметь такие качества, как умение отдавать распоряжения,
ориентированность на результат, умение работать в команде, делегирование полномочий и так далее. Лидерская компетенция. Лидерская компетенция – это такие качества, как целеустремленность, уверенность в себе, инициативность, решимость. То есть это те качества, которые необходимы для лидерских ролей. Эти навыки делают человека эффективным в качестве лидера группы. Функциональная компетенция – это специфично определенной работы по владению конкретными знаниями и навыками, а именно то, что человек должен уметь делать в трудовой сфере. Коммуникативная или социальная компетенция – это совокупность знаний, умений и навыков общения с людьми, которая важна не только в работе, но и в жизни каждого человека. Когнитивная компетенция – это такие качества, иначе их называют познавательными компетенциями. Это необходимо, например, знать каждому человеку истории своей страны, жизненный путь созидательных личностей, героев, иметь базовые знания о символике, государственном устройстве и так далее. Деловая компетентность. Деловая компетентность – это знания и навыки, необходимые в конкретной отрасли. Учебно-познавательная компетенция – это совокупность умений и навыков познавательной деятельности. И как видите, в центре я выделила личностную компетенцию. Личностно-гражданская, духовно-нравственная, морально-этическая компетенции – это те основные компетенции, которые необходимы для формирования гражданской идентичности. Это такие качества, как патриотизм, любовь к родине, самоконтроль, ответственность, чувство долга, толерантность и многое другое. Какие же компетенции формируют гражданскую идентичность? Значит, такие компетенции, как личностно-гражданские, духовно-нравственные и морально-этические компетенции, они являются самыми ключевыми для формирования гражданской идентичности. Личностно-гражданские компетенции как основа формирования гражданской идентичности. Личность – это человек, самостоятельно выстраивающий и контролирующий свою жизнь и несущий за нее ответственность. А гражданин – это личность в ее отношении к государству и праву. Именно на гражданина распространяется действие законов и сила власти государства. Понятием «гражданин» юридически закрепляется взаимосвязь государства и личности. Личностные компетенции. Под личностными компетенциями понимается комплекс навыков восприятия, суждения и поведения личности, которые призваны обеспечить ее эффективную интеграцию в окружающую действительность и выступает основой для процесса самоопределения и самореализации. Личностные компетенции позволяют лучше понимать себя, осознавать свои мотивы, улучшать представление о себе, чувствовать большую уверенность в своих силах, преодолевать шаблоны и стереотипы мышления, видеть больше выбора в различных ситуациях, избавляться от внутренних конфликтов, лучше контролировать эмоции и поведение, находить равновесие между личными целями и практической деятельностью в организации.
Гражданская компетенция– это совокупность готовности и способностей, позволяющих личности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в обществе, применять свои знания и умения на практике. Гражданская позиция проявляется в совокупности компетенций развивающейся личности, позволяющей не только интегрироваться в социум, но и менять социальную, культурную и экологическую среду. Она может проявляться в разных сторонах жизни, то есть не замыкаясь на одном конкретном направлении. Гражданственность тесно связана с таким понятием, как патриотизм, поскольку государство, где каждый реализует свои гражданские права и обязанности, является большей частью для человека и его отечеством, родиной. Основная цель определения гражданской идентичности состоит в формировании гражданственности как важнейшего качества личности, заключающегося в себе внутреннюю свободу и уважение государственной власти, любовь к родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Уважаемые слушатели, я хочу вам предложить кейс на обсуждение. Случай Азамата с флагом Кыргызстана на площади. Наверное, вы все помните тот случай, когда гражданин Кыргызской республики Азамат всю ночь простоял на площади с флагом Кыргызстана. После просмотра этого видео я хочу попросить вас, чтобы вы ответили на такие вопросы. Первое. Как вы оцените поступок Азамата? Второе. Можно ли считать, что поступок Азамата является условием воспитания гражданственности? Итак, мы с вами переходим к рассмотрению третьего вопроса. Духовно-этические и морально-этические компетенции человека. Мы с вами найдем ответы на такие вопросы, как что такое нравственность, основные причины морально-этических проблем в современном обществе, основные факторы развития духовно-нравственных ценностей человека, источник морали, основные ценности морально-этических норм. Итак, что такое нравственность? Понятие нравственность тесно связано с таким понятием, как мораль. Мораль – это форма общественного сознания, которая регулирует поведение человека в обществе и находит отражение в нормах, принятых обществом. А нравственность – это регулятивная форма общественного сознания, которое ориентировано на общечеловеческие ценности. Нормы морали зависят от общества, регулирует поведение человека в обществе, помогает выстроить социально адекватные отношения, зависит от социальной среды. Источниками нравственности являются знание родного языка, владение многоязычием, прививание высокой культуры, знание истории, уважение традиций и обычаев народа, бережное отношение к декоративно-прикладному искусству, как бузуй, шердак, алакииз, знание джетата, интерес к народным играм, как кукбүрү, сармерден, салбурун и другие, знание произведений искусства и литературы, лучшие образцы отечественной и мировой культуры. Для духовно-нравственного и морально-этического развития личности предполагает формирование следующих ценностных ориентаций и установок. Признание общечеловеческих ценностей, признание общекультурных ценностей, уважение этнокультурных, религиозных традиций других народов, уважительное отношение к старшим поколениям, к прошлому, к истории своей страны, признание важности труда в жизни человека, уважение к труду других, признание семейных ценностей, уважительное отношение к родителям,
формирование гражданской позиции, уважительное отношение к социальным и социально-политическим основам стабильного существования общества и государства. Эти факторы влияют для формирования гражданской идентичности Кыргыз-Жараны и являются самым основным фактором развития. Морально-этические нормы должны прививаться с самого детства, а именно она должна начинаться в семье, потом в детском саду, в школе, в вузе, в трудовом коллективе и так далее. Этот процесс осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способностей человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, отечеству и миру в целом. Морально-этические нормы формируются на основании базовых человеческих ценностей, а именно какие? Формирование представлений о нормах в системе социальных отношений, получение опыта продуктивного межличностного взаимодействия, развитие сознательного и ответственного отношения к духовно-нравственным ценностям общества, приобретение способности к рефлексии своего поведения, адекватной самооценке, формирование умения делать нравственный выбор в ситуации принятия решения, развитие стремления сделать мир и окружающее жизненное пространство более гармоничным, совершенным. И основные моральные этические ценности – это толерантность, гуманизм, справедливость, беспристрастность, великодушие, доброта, милосердие. Гражданская идентичность Кыргыз-Жараны должна соответствовать следующим принципам. Духовно-нравственное воспитание, основанное на традиционных ценностях, знаниях и опыте народа, а также общечеловеческих ценностях. Честь и достоинство, доблестное служение Отечеству и народу – это наивысшие ценности. Приоритет духовно-нравственных ценностей над материальными интересами. Семья, достойное воспитание и качественное образование – основа духовно-нравственного и физического развития. Сострадание, милосердие, благородство, справедливости – это основа нравственности личности. Основные причины морально-этических и нравственных проблем в современном обществе. Это сложные социально-экономические проблемы, которые сложились в конце XX века. Духовная дезинтеграция общества и размытость жизненных ориентиров молодежи. Поспешное копирование западных форм жизни. Насаждение через средства массовой информации, кино, рекламу, интернет-модели обогащения и успеха любой ценой. Неопределенность и размытость базовой системы ценностных ориентиров, недоверие многих людей друг к другу, обществу и даже государству. Неоднородность кыргызского общества по этническому, религиозному и социальному признакам. Таким образом, подводя определенные итоги, можно отметить о том, что для формирования гражданской идентичности необходимо владеть знаниями, умениями ключевых компетенций. Одними из ключевыми компетенциями для формирования гражданской идентичности являются личностно-гражданские, духовно-нравственные и морально-этические компетенции, которые детально рассмотрены в данной теме. Непременным условием воспитания гражданственности является доверие гражданина государству и осознание ответственности за сохранение и процветание государства. Каждый человек должен ощущать неразрывную связь с судьбой своего государства. Формирование гражданской идентичности в кыргызском обществе
Наряду с политическим, экономическим, социальным направлениями необходимо развиваться и в духовном направлении, потому что духовность стоит во главе всего. Если каждый человек любит свою родину всем сердцем и отдает ей все свои силы, он будет настоящим гражданином. Долг каждого гражданина – служить всем сердцем во имя настоящего и светлого будущего Кыргызстана. Уважаемые слушатели, в процессе нашей лекции мы с вами ознакомились с новыми терминами и определениями, такие как компетенция, ключевые компетенции, гражданская компетенция, духовность, культурное многообразие, мораль, социализация, толерантность. Уважаемые слушатели, ниже представлены контрольные вопросы и учебные задания для закрепления пройденного материала и обсуждения в группе на практическом занятии. Рекомендованные литературы к пройденной теме. Спасибо за внимание. До свидания.